На ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Казань вновь вне конкуренции. Чем представители Татарстана удивляли в Будапеште, расскажет Алмаз Гафиятов. Капитальный ремонт со всеми недочетами. Должны заделать, я так думаю, да? О деталях ремонта, которые проглядели подрядчики. Альбина Минибаева. Готовь двухконтурные котлы летом. В данном случае комиссия по делам несовершеннолетних выразила лишь, я считаю, свою озабоченность. Почему в дело ликвидации Урусинской ГЭС были вынуждены вмешаться органы опеки? В нашем репортаже. Единогласно Казань победитель. Еще один чемпионат мира примет столица Татарстана, на этот раз на короткой воде в 2022 году. Об этом сегодня объявили в столице Венгрии среди кандидатов Тайбэй, Гонконг и Будапешт. Однако единогласным решением комиссии ФИНА право проведения Мундиаля заслужила Казань. О том, как спортивная столица России поразила спортивную общественность, из Будапешта сюжет Алмаза Гафиятова. Ни капли сомнений в выборе хозяина чемпионата. Казань вновь единогласно обходит своих конкурентов. Хотя соперники самые серьезные. Но в рукаве наших организаторов всегда есть козыри. В виде огромного наследия как универсиады, так и чемпионата мира 2015. Именно эти два города принимали и в данный момент принимают Мундиали по водным видам спорта. И вот сейчас с интервалом в 2 года Казань и Будапешт будут встречать гостей уже водного чемпионата мира по плаванию на короткой воде. В столице Татарстана этот турнир пройдет в 2022 году, а здесь в Будапеште гостей встретят в 2024. Презентация нашего города в Будапеште на уровне представления программы Олимпийских игр. Никаких вопросов к нашей делегации у Фины не возникло. Все прекрасно знают, что Казань не ударит в грязь лицом и удивит многих. Каждое из этих событий делает нас чуть образованнее, делает нас и локацию, в которой мы это проводим, чуть лучше, удобней. Вот, мы все уроки, весь опыт, который у нас существует, конечно, его транслируем. И каждое новое событие для нас – это новый вызов, и мы его хотим всегда сделать. И это наша такая задача основная, лучше, чем предыдущие мероприятия. Вот, так сказать, Казань является по праву спортивной столицей, поэтому я очень рад, что, так сказать, мы сможем снова задействовать те сооружения, которые были построены, которые уже были опробованы, которые принесли, так сказать, успех. И действительно, можно сказать, что это наследие продолжает работать с полной отдачей. Таким образом, через 5 лет наш город вновь окунется в атмосферу большого праздника. В Татарстан соберутся лучшие пловцы со всей планеты и разыграют медали плавательного мундиаля на короткой дистанции. Алмаз Гафиятов, Александр Громыко, ТНВ, Венгрия, Будапешт. При всем водном изобилии им воды не хватило. В сухую прошел вчерашний матч Рубин-Краснодар, и речь вовсе не о счете, который не в пользу Рубина. На крупнейшем стадионе должным образом не организовали продажу воды. Это с учетом 30-градусной жары. Дебютный матч Бердыева после возвращения в Рубин подпорчен. Утолило ли оправдание организаторов жажду болельщиков, знает Александр Севастьянова. Идем на футбол. Первый матч после возвращения Бердыева. Надеюсь, будет супер. Первого в этот день оказалось слишком много. Первая игра Рубина на чемпионате России. На улице, наконец-то, первая по-настоящему летняя неделя этого года. И организация матча как будто в первый раз. А вот и сам стадион. На трибунах порядка 11 тысяч болельщиков. Каждый возлагает большие надежды, причем не только на игру. А вот это сервис по-казански. А это уже закулисье вчерашнего матча. Одна работающая касса, ожидающая толпа людей. Здесь рухнули первые надежды. Даже водой болельщиков не побаловали. Жаркий воскресный день. На солнце как минимум 30 градусов выше нуля. Но это не аргумент для службы безопасности. Даже в такую теплую погоду на стадион со своими прохладительными напитками вход воспрещен. Со своим нельзя, чужое не продается. Автор видео Ильнар Гирфанов. Он и запечатлел на камеру ажиотаж на фудкорте. Стояли минут 10-15 на кассе, подошли
оказывается, воды не продается. Воды нет, потому что организаторы не предусмотрели такое количество людей, хотя было всего лишь 11 тысяч человек, и воду не завезли. Во время второго тайма воду все же начали продавать из кулера 20 рублей за стакан. Особенно обидно видеть такой сервис после успешно проведенного Кубка Конфедерации, говорит Ильнар. Недоумение высказали и некоторые журналисты. По их мнению, недолжным уровнем организовали работу в пресс-центре. Казалось бы, мелочь, да? Не работают розетки. Но после великолепно проведенного Кубка Конфедерации такое отношение к внутренним соревнованиям, на которых не будет иностранных журналистов, оно, в общем-то, оставляет осадок такой нехороший. Официального ответа на эту проблему получить нам пока не удалось. А вот что касается воды, ответили представители Казани-арены в соцсетях под фото Ильнара Гирфанова. За питание отвечает Рубин, оператор Департамент продовольствия и социального питания Казани. А уже мы, в свою очередь, ответ получили от департамента. По их словам, вода закончилась только на западной трибуне, а на восточной никаких проблем с количеством напитков и продуктов питания не возникло. Технический сбой с поставкой воды со стороны оператора питания на западную трибуну был связан с тем, что оператору не была предоставлена официальная информация о количестве проданных билетов. Поэтому организация питания была рассчитана на обычную для домашних матчей прошлого сезона посещаемость. Мы сожалеем, что так получилось, но нас действительно удивляет о том, что руководители МОП говорят о том, что они не знали о количестве болельщиков. У нас есть в распоряжении вся официальная переписка, в которой мы сообщали, что матч вызывает ажиотаж, что болельщиков будет большое количество. Так и выходит, что за старый менеджмент расплачивается новое руководство клуба. Стороны пообещали, что ситуация больше не повторится, и принесли болельщикам свои извинения. Однако дебютный матч подпорчен. Александр Севастьянова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Капитальный недочет. Жилищная инспекция республики в разгар ремонта жилых домов оценила работу подрядчиков. В итоге на 25 объектах отставание от графика. Свой отчет ведомство представило президенту. Рустам Минниханов призвал ремонтировать качественно и на совесть. Альбина Минибаева узнала, где подрядчики оплошали. Течет вода, а деньги дай. В этом доме Верхнего Услона в самом разгаре ремонтные работы и горячие споры. Неделю назад дом оказался под прицелом жилищной инспекции. Оценили работы, посчитали минусы подрядчика и объявили о них на совещании Рустаму Минниханову. Подрядчик «Коммунолит» в Верхнеуслонском районе не установлены гильзы и не заделаны отверстия в местах прохождения трубопроводов через перекрытие. Тут сверлили. Короче, к соседям вход у нас и в бок, и вниз. Все просвечивает, все видать. У кого на полу, а у соседей на потолке. Дыры остались после обновления системы отопления. Пока жильцы уверены, что после рабочих им еще и самим придется ремонтировать свои квартиры. Было сказано, типа, мы дадим вам краску, можете потом покрасить сами батареи, если вам надо. По поводу дыры ни слова? По поводу дыры нет. Необходимые технологические, так скажем, отверстия, они будут все заделываться, само собой. О том, что капитальный ремонт в Верхнем Услоне доведут до ума, нам подтвердил руководитель исполкома. На этом настоял президент Рустам Минниханов после отчета жилинспекции. Выделены миллионы, поэтому и спрос высок. Эти дома, мы там, и я не знаю, через сколько лет еще туда придем. Надо все-таки, раз ремонт сделали, сделать это качественно, добротно. Систем канализации, водоснабжения, отопления, много случаев ненадлежащее крепление трубопроводов. Это самые популярные нарушения подрядчиков. По республике госжилинспекции выдано больше десятка предписаний. Правда, угодить жильцам все же сложнее. Ни канализации, ни ведра, ничего, ни слива, ничего нет. На капитальное обновление этого дома в Верхнем Услоне заложено 5 миллионов рублей. Здесь не только жильцы с долгами, но и проектировка дома сложная. Продумать канализацию так и не удалось. Все варианты рассматривали. И наружные, так скажем, размещения. И вот, как я говорил, блочную систему какую-то по этажам, но собственники не идут навстречу. Все основные работы сейчас ведутся в доме, а вот к туалету обещают вернуться лишь во вторую половину августа. Видно, что здесь вечно валяется мусор, и непонятно, когда его еще уберут. Ожидания жильцов точно не оправдаются. Вот как он был выгребной ямой, так он и останется. Но есть и примеры, где капремонт идет с опережением. Показательный дом на улице Восход. Вообще же в Татарстане капремонт идет практически во всех домах, которые попали в этом году в программу. До августа все должны успеть. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Верхнеуслонский район.
Может ли отсутствие двухконтурных котлов повлиять на количество членов семьи? Этот странный, на первый взгляд, вопрос подачи некоторых средств массовой информации республики стал предметом внимания общественности. В Уруссу неоднозначная ситуация. Большинство жителей уже перешли на индивидуальное отопление, а вот часть откололась. Почему в дело были вынуждены вмешаться органы опеки? Вопрос с выездом на место изучали наши корреспонденты. Артем Филиппов одним из первых поставил в квартиру двухконтурный котел. Доволен, что дали возможность приобрести в лизинг. К тому же, говорит, платить за коммунальные услуги придется меньше. Котел мы поставили уже месяц назад. И пока пользуемся нормально, не жалуемся. Вода горячая есть, в трубах вода течет нормально. Ну, газ нормально, все поступает, турбо греет. Если надо, то батареи включаем, если холодно. На двухконтурные котлы уже перешли 1400 семей. 1750 заключили договоры. Это вынужденная ситуация в связи с недавней ликвидацией местной ГРЭС. За 73 года службы она полностью исчерпала ресурсы. А потому, чтобы не остаться без тепла зимой, единственная альтернатива для поселка – переход на двухконтурные газовые котлы. Установить их нужно в 142 многоквартирных домах. Это 3400 семей. Работы идут. Из 3167 квартир на сегодняшний день получено 3100 заявлений. В 2200 квартир проведены газовая вода. Более 1400 квартир уже пользуются благами. У них есть и горячая вода, и тепло. При необходимости они их могут включить. Разъяснительная работа среди населения продолжается. Но 250 семей отказываются от установки двухконтурных котлов. Позиция непонятная. Ведь если до начала холодов это не будет сделано, то сидеть всем в холодных квартирах. У несогласных свои варианты. Возможно, установка мини-котельной для решения вопросов газификации. В исполкоме на это есть не просто ответ, а уже конкретные аргументы против. Такая котельная для населения непозволительная роскошь. И помимо строительства еще и цена за тепло вырастет в разы. Те котельные, которые устанавливаются, они только на тепловую энергию. Речь о горячей воде не идет. То есть, соответственно, еще были бы затраты у людей и по воде. Это решение по индивидуальной системе отопления было принято в целях экономии. И пока оставшиеся 250 семей тянут с решением, под угрозой их дети. Ведь им придется, если что, зимовать в холодных квартирах. А потому местные органы опеки направили письма предупреждения. В данном случае комиссия по делам несовершеннолетних выразила лишь, я считаю, свою озабоченность. Потому что родители обязаны содержать и воспитывать своих детей и создать им безопасные условия проживания. Ни о каком изъятии детей речи не идет, подчеркнули в органах опеки. Это профилактическая мера. С целью напомнить родителям об ответственности не только за себя, но и в первую очередь за здоровье своих детей. Обратной дороги в прошлое нет. Значит, нужно жить настоящим и не строить иллюзий. Зима близко. Альбина Слагараева, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Ютазинский район. Купив дома подальше от городской суеты, жители Восточного Державина из Лаишевского района и не думали, что так далеко окажется не только от города, но и от цивилизованной жизни. Долгие годы у них ни воды, ни газа. Агентство недвижимости, обещавшее все блага цивилизации, все больше предпочитает отмалчиваться. На что готовы собственники, чтобы их, наконец, услышали, ситуацию раскроем в 21:30. Вчера воды не было. Это новости Татарстана, и вот о чем расскажем далее. История с продолжением. Уровень модификации Свияжска, да, поражающий. Какие изменения ждут Свияжск, узнал Дмитрий Аренин. Несмотря на сложности судьбы, он сохранил семью. Многодетный отец один воспитывает 7 детей. Об этом в материале Эльмиры Шимардановой. Портал для международных связей. Иностранных инвесторов отныне будут привлекать в Татарстан с помощью проекта Made in Татарстан. Совместное детище двух министерств связи и промышленности увидел уже весь мир в Екатеринбурге в рамках 8-й выставки «Иннопром-2017». Здесь приняли участие более 600 предприятий 17 стран мира. Делегацию Татарстана возглавил Рустам Минниханов. Как сообщили сегодня на брифинге, подводя итоги между правительством Татарстана и главой холдинга «Пенитрон Россия», подписано соглашение об открытии в Татарстане производственной линии по выпуску гидроизоляционных материалов. Кроме того, есть и большие перспективы работы с японской компанией «Фанук».
Сегодня в Свияжске появилась еще одна достопримечательность. Минтимир Шаймиев открыл здесь музей художника Геннадия Архиереева, уроженца Свияжска. Обсуждали, какие перспективы открываются после того, как Успенский собор вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Чего ждать туристам, узнал Дмитрий Аринин. Потому что всем хотелось эту плитку потрогать. Это же керамика. К делу создатели музея подошли до того дотошно, что воспроизвели даже надписи на обоях, которые были дома у Геннадия Архиереева. Уроженца Свияжска еще при жизни сравнивали с Врубелем и Ван Гогом и называли выдающимся представителем татарстанского андеграунда. Мастера не стало в 2007 году. Музей в Свияжске разместился в доме наподобие того, где художник жил с супругой в Казани. Я очень довольна. Вы знаете еще, почему я довольна? Именно я себя чувствую здесь как в родном месте. И еще прилетела бабочка вдруг. И я подумала, этой подъемке привет. Каким был домашний быт, можно судить по сотне личных вещей и предметов Геннадия Архиереева. Тут же более 60 его произведений, в том числе и автопортрет. Все это сегодня показали первым посетителям. Одним из них стал Минтимир Шаймиев. Уровень модификации Свияжска, да, поражающий. Да. Иностранцы сейчас на Свияжск первым делали. Абсолютно. Да. Ну как вот это такое богатство? С включением Успенского собора в список всемирного наследия ЮНЕСКо туристов ждут еще больше. В связи с этим предстоят приятные хлопоты. На Успенском монастыре, где находится собор, нужно разместить знак ЮНЕСКо. Может быть, даже два знака поставить и здесь, и чтобы снизу было. Вот это, если можно, почему бы нет? Это башня, несколько такая сиротливая, что ли. Туда можно было бы сам знак. Она отсюда видна и снизу видно. Чтобы Успенский собор не страдал от наплыва туристов, решено ускорить прохождение в нем экскурсионных групп. Основную информацию гости будут получать в музее, что разместился в соседней Никольской церкви. Потому что на объектах ЮНЕСКо не увлекаются и нигде не рекомендовано, что должно быть бесконечное количество туристов, какой бы интересный объект ни был. Главной ценностью является сохранение уже признанного объекта. Главное. Свияжск ждет и дальнейшая реставрация и музификация. А уже завтра здесь осветят надвратную церковь. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Свияжск. Первым делом самолеты. Завтра в Московской области стартует самый масштабный в России международный авиакосмический салон МАКС-2017. Делегация Татарстана принимает в нем участие. Республику представляют профильные предприятия. Главная цель проведения МАКСа – демонстрация российских высоких технологий. Один из ключевых вопросов – обсуждение развития малой авиации по стране. У делегации Татарстана обширные планы. Специалисты республики осмотрят новинки отрасли, в числе которых новый самолет сельхозназначения. Еще один пункт подписания соглашения о сотрудничестве с корпорацией Ростех. На сегодняшний день более 770 участников уже заявлено, из них порядка 137, 140 это иностранные, 30 стран это только участники, хотя делегаций будет больше, как уже сказали. Без проблем дозвониться до родственника и отправить селфи с Сабантуя могли все абоненты Мегафона. Компания обеспечила высокое качество связи. Также все желающие могли воспользоваться бесплатным Wi-Fi оператора. В чем секрет надежной связи? Об этом далее. Дозвонилась быстро, разговаривает без проблем. Мегафон Сабантуй обеспечил высокое качество связи для своих клиентов. Специально на время проведения праздника компания установила собственную мобильную базовую станцию. Вот они, антенны высотой в 15 метров. Благодаря им звонить одновременно могут 1500 клиентов. Еще 10 тысяч пользоваться интернетом. Мы подошли комплексно к подготовке данного мероприятия. Здесь сегодня на Сабантуе мы предоставили всех технологий 2G, 3G, 4G, а также всем посетителям Сабантуя бесплатный Wi-Fi. Эмоциями в соцсетях гости праздника делились без ограничений. Бесплатный Wi-Fi доступ на столь массовом мероприятии компания Мегафон предоставила впервые. Достаточно авторизоваться и получить доступ к мобильному интернету. Самые яркие моменты праздника моментально улетали к родным и близким. На высоких скоростях зрители отправляли селфи, видео, голосовые сообщения. В этом году Сабантуй собрал более 70 тысяч гостей со всей России. Несмотря на большое скопление людей, у пользователей не возникло проблем с дозвонами и передачей данных. Причем каждый мог бесплатно воспользоваться безлимитным доступом к сети 4G оператора. В планах у компании расширить возможности для своих абонентов. В частности, Мегафон во время чемпионата мира по футболу 2018 планирует развернуть в Казани одну из тестовых зон 5G, чтобы жители и гости столицы Татарстана смогли одними из первых в мире попробовать возможности технологий будущего.
Попросил машину у президента и в скором времени ее получит. Многодетный отец обратился к Рустаму Минниханову. У Владислава Третьякова в марте этого года трагически погибла жена. Он остался один воспитывать 7 детей. В объективе ТНВ снова большая семья. 7 по лавкам, 3 девочки и 4 мальчика. Один вечер разделил судьбу на до и после. Многодетная мать отправилась в город. В селе магазин давно закрыт. Не справилась с управлением. В результате страшная авария. 2 недели в реанимации, она скончалась, не приходя в сознание. Первое время очень было тяжело. Справлялись как? Выручали. Моя мама приехала сразу. Вот благодаря ей. Первый месяц-два мы вытянули. Но жизнь продолжается, и отцу надо ставить детей на ноги. Учиться всему. Сейчас уже и косички дочкам плетет. Помогают друзья и соседи. Но в селе нет ни садика, ни школы, ни магазина. Так что машина в Сеитово – предмет первой необходимости. Любая погода. Туда 5 километров опять, обратно 5 километров. Потом садик. Вот я Ксюшу и Петю и Катю планирую в садик отдать. Садик в соседнем селе в Макулово. Автобуса нет, садик. То есть это надо отвозить утром, вечером забирать каждый день. На приеме у президента Татарстана Владислав попросил о помощи. Машина большой семье просто необходима. Рустам Минниханов просьбу услышал и тут же поручил оказать многодетной семье содействие за счет внебюджетных средств. Еще одна грамота сверху. Надо что? Покроса, бегали. Излюбленное занятие малышей – конструктор. Боксерская груша тоже без дела не висит. 3 года назад Владислав начал строительство дома. Работы подходят к завершению. Осталось утеплить, обшить утеплителем. И, сайдингом, наверное, я планирую. И все. Ну а совсем скоро можно будет и на экскурсию поехать в Казань. Семья получит автомобиль «Ларгус». Эльмира Шамарданова, Данил Филатов, ТНВ «Казань». У них тоже 7, я зато страсть одна. В рамках проекта в объективе ТНВ «Большая семья» в путешествие по Казани отправились многодетные Малишевские. И весь выходной они сняли на свои гаджеты. Просто любовь к документалистике – это семейное. На выходные с семьей отправился и Рамиль Шайдулин. Семья Малишевских, что называется, счастливы в тренде, ведь уже не первый год на «ты», они не только с гаджетами, а и с различными интернет-сервисами, сайты с аудио и фото. Илья, а что ты делаешь? Трансляцию запустил. А что, вы одни с камерами? Руку на пульсе, а палец на кнопке записи Илья Малишевский держит уже пару лет. Не считает себя блогером, но регулярно записывает и транслирует в сеть все, что происходит с ним и его семьей. Только сегодня заряда аккумулятора может и не хватить. Впереди насыщенное путешествие. Гепарда из зоопарка уже разморила от жары, а Малишевские только начинают свой жаркий выходной. Первая точка – зоопарк. Семейный отдых под прицелом камер. Конечно, непривычно, но быстро привыкаешь к этому. Всем привет. Я сейчас нахожусь с семьей в зоопарке. Нас снимает ТНВ. Пока Илья ведет трансляцию, в своей очереди ждет сестренка София. Ее соцсети вот-вот опустеют. В последние дни на страничках ни одной фотографии или видео. Илюх, дай свой аккаунт, пойду поснимаю. Свой не надо было ломать, запоминай просто. Здесь всего и не запомнишь, только увидеть всех зверят уходит больше часа, а путешествие продолжается и после зоопарка. Пока в объективе ТНВ Малишевские, в их объектив попали и диковинные животные, и даже наша съемочная группа. Таков уж стиль жизни, снимать самое... Илюх, ну что ты опять? Да это просто гигантский спиннер. На высоте птичьего полета видно, как Малишевских много. Маму, папу и 6 детей вместили только 2 кабинки. Чем выше к небу, тем лазурнее бассейны. И Малишевские уже в предвкушении. Немного влево, а то плохо светит. Сонь, свой отремонтируешь, будешь фоткать. И куда без снимков еды в этом фототренде? За много лет готовки дома преуспели самые младшие. Их лучшие блюда раз за разом украшали всевозможные соцсети. Любят готовить вместе. То есть у нас есть и мультиварка. Они каждый раз смотрят интересные рецепты. Я думаю, что совместное действие оно объединяет. Дети – главный оплот. Супруги и не думали, что семья будет такой большой. 3 дочки и 3 сына. Каждый со своим характером и вкусами. Но на отдыхе с ТНВ все нашли что-то близкое для себя. Аквапарк, зоопарк. На этом подарки не заканчиваются. Прямо в руки Софии новый смартфон. Странички заждались свежих фото. Теперь можно обойтись и без телефона брата.
Ну что, теперь ты не один такой крутой в семье. Уставшие и счастливые малишевские едут домой. Отснятого материала хватит на часы, видео и альбомы фото с путешествия по родному городу и на долгую память всем. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Запечатлеть самые яркие моменты семейного путешествия помогает партнер нашего телеканала – федеральный мобильный оператор Теле2, бессменный спутник семейного отдыха с ТНВ. Ну а они только сегодня создали семью. В ЗАГСе Нижнекамска свадебный переполох, несмотря на то, что понедельник здесь выходной, сегодняшняя дата 17.07.17 обязала выйти сотрудников на работу. Ведь чтобы связать себя узами брака, именно в этот день будущие молодожены вставали в очередь за год. Оказалось, что новобрачные свято верят в магию 3 семерок. Ну что ж, пожелаем счастья молодоженам, а у меня на этом все. Эфир продолжит программу «Вызов 112», ну а я выйду в эфир в 21:30. До встречи. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Весь июль Мебельград возвращает деньги за покупку до 100% от чека. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 5 3 единицы. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Всей семьей на бранче в Корстон. Развлечения, аттракционы, мастер-классы, шведский стол, любимые напитки приносите с собой. Каждую субботу и воскресенье встречаемся в Корстон. Подробности 279 30 79. Бранч, поздний завтрак, 0+. Маршрут Казань-Лениногорск на комфортабельном микроавтобусе. Стоимость проезда 250 рублей. Телефон 8 986 912 9202. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 278 33 33. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru. Только до конца июля. Лада Гранта с выгодой до 60 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Успей купить выгодно. Автоцентр «Парус». Сегодня мы с вами будем чертить треугольник. Ребята, сколько должно быть углов у треугольника? Анна Петровна, я починю. А где ты этому научился? Папа научил. Ой. Я починю. А кто тебя этому научил? Папа научил. Я провожу. Этому тоже папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август. Пирамидада Зур бәйрәм концерты. Эстрадыбызның якты йолдызлары, махсус кунаклар, уен көлке. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Башлана 18 сәгатьтә. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Очередной циклон принесет в Татарстан новые порции осадков. Подробнее о погоде после полезной информации. Задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в Данил Мастер. Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка бесплатны. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке переменная облачность, ночью без осадков плюс 15. Днем местами пройдут дожди, воздух прогреется до 28 градусов. На северо-востоке ожидаются дожди, местами сильные. Ночью до 16 градусов выше нуля, днем плюс 29. На севере Татарстана также местами дожди. Будет очень жарко. Ночью плюс 16, днем до 29 градусов выше нуля. На северо-западе переменная облачность, местами дожди, в отдельных
центральных районах сильные. Ночью до 16 градусов тепла, днем плюс 29. На юго-западе также без дождей не обойдется. Ночью плюс 16, днем до 25 градусов выше нуля. В центральных районах республики облачные погоды с прояснениями. Пройдут дожди. Ночью до 16 градусов тепла, днем плюс 29. В последующие дни небо прояснится, осадки прекратятся. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма, формы для хлеба. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. О погоде в Казани. Завтра в столице Татарстана переменная облачность, ожидаются дожди. Ночью плюс 19-21, днем 24-26 градусов. Ветер западный умеренный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%. Ожидается магнитная буря, берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.